Праздничный телемарафон, посвященный 75-летию Великой Победы, продолжается. И в студии вас приветствует Екатерина Тимиряева. И Евгений Романов. Добрый вечер. Мы работаем в прямом эфире телеканала БСТ, так что оставайтесь с нами. Сегодня удивительный день. Все происходит в необычном формате. Бессмертный полк в режиме онлайн, к тому же не ограничен рамками одного дня. А его маршрутом была доставлена золотая звезда генерала Шаймуратова, которую лично принял глава Республики Башкортостан Ради Хабиров. Отныне реликвия будет храниться в Национальном музее Башкортостана. Да, ситуация с пандемией вносит свои коррективы в происходящее. И Бессмертный полк, и Парад Победы. Но, уважаемые телезрители, все события, связанные с Днем Великой Победы, будут отображаться сегодня в эфире телеканала БСТ. Так что оставайтесь дома и оставайтесь, главное, с нами. Ну а прямо сейчас мы подводим итоги акции «75 неизвестных фактов» о Республике Башкортостан в годы Великой Отечественной войны. А также узнаем, как связан мотоклуб имени Габдрахмана Кадырова с башкирской кавалерийской дивизией. И свяжемся с Нижегородской областью, где прямо в эти часы проходят поисковые работы. Ну а прямо сейчас мы приветствуем Николая Красникова, 8-кратного чемпиона мира в личном зачете, 12-кратного чемпиона мира в командном зачете, многократного чемпиона России. Он у нас уже в студии. Николай, здравствуйте. Здравствуйте. Николай Олегович, ну вот сегодня все мы видели трансляцию, как шел от аэропорта в столицу Республики Башкортостан кортеж, перевозивший звезду имени Гали Шаймуратова. Вы также участвовали в этом замечательном мероприятии и были даже за рулем мотоцикла. Верно. А какой мотоцикл вы вели? Я вел первый мотоцикл. Мотоциклы использовались военного времени, на которых Великую Отечественную войну. Это К-750 или М-72? К-750. К-750, в народе его называли Днепр или модификация. Я вот в этом не совсем разбираюсь. Как было ощущение, какие ощущения были? Вы, наверное, первый раз в жизни ехали со скоростью 40 километров в час. Ну, с такой скоростью не первый раз в жизни на машине передвигаюсь не быстро. Нет, я имею в виду на мотоцикле. На мотоцикле, да. И, признаюсь честно, на мотоцикле с коляской мне не доводилось в моей жизни ездить. И на протяжении 10 дней мы вели репетиции, готовили технику и все то есть происходили какие-то подготовительные работы, не все так просто, да? Потому что техника наверняка отличается от современной. И техника, да, нужна какая-то сноровка. Отличается, нужно было к ней привыкнуть, ее настроить, проверить, потому что техника долгое время стояла, и автомобиль живет тогда, когда он используется. И чтобы техника не подвела, мы на ней ездили на протяжении этого времени. Во время движения кортежа были какие-то эксцессы, что-то пошло не так или все нормально? После крайней репетиции мы получили задание, что ничего произойти не может. Когда начали обсуждать вопросы, вдруг что-то как-то была поставлена задача, произойти ничего не может. Ничего не произошло, и мы задачу выполнили на 100%. Ну и, кстати говоря, да, ничего не произошло. Мы видели, что техника не подвела. Но в этот момент какое было ваше эмоциональное состояние? Что вы чувствовали? Все-таки длинный такой путь был проделан. Ну, волнения, конечно, не было. Но единственное, была опаска за то, что техника не подведет. Мы крепко сжали руки, взялись за руль и поехали. Удача была с нами. Расскажите, пожалуйста, про связь мотоклуба имени Габдрахмана Кадырова и башкирской кавалерийской дивизии. Связь такова. Асгар Ахмадеев был водителем заменившего Шаймуратова генерал по фамилии Белов. Асгар Ахмадеев был его личным водителем. После войны он возглавил мотоклуб при Третьем Тресте, в котором выросли такие звезды, как Габдрахман Кадыров, Борис Самородов, многие другие из того звездного поколения 60-х лет. И он также являлся заслуженным тренером, так скажу, Российской Федерации, если не ошибаюсь. В тот период, когда мотоспорта в республике не было, это период затянувшийся был, 10 лет, 90-е годы. И в дальнейшем, по решению правительства Республики Башкортостан, был создан клуб Габдрахмана Кадырова. В дальнейшем он поменял свой формат, стал центром технических видов спорта. И он был создан для возвращения былой славы. И спустя 20 лет можно
твердо сказать, что с этой задачей спортсмены уже Центра технических видов спорта справились. На протяжении этого пути в 20 лет у нас было 69 золотых медалей, 35 бронзовых и 24 серебряных. Вот такой у нас арсенал. Кстати, мне известно, что вот Асгар Мухамедшинович даже участвовал в одних из первых соревнований по мотокроссу в Республике Башкортостан. Это был 1937 год и занял призовое место. Категория или номинация была «Наибольший пробег без поломок». То есть это был, видимо, на самом деле человек, влюбленный в технику, да? Человек, который не мог жить без автомобилей, без мотоциклов. Вы знаете, скажу так, человек равнодушный к технике, не любящий мотоциклы, он не может возглавлять это направление. В нашей стези только те люди, которые это дело любят. Скажите, Николай Олегович, вот сегодняшнее ваше участие в мероприятии, какой-то след оставит в вашей жизни? Что-то запомнилось? Какие переживания вы испытывали, когда готовились ко всему? Волнение было единственное за то, чтобы техника нас довезла до конца пути. Вот. И когда мы уже остановились на Советской площади, мы поняли, что задача выполнена на 100%. Да, это мероприятие останется в наших сердцах, я думаю, навсегда. Потому что не так часто это бывает. И несмотря на то, что происходит в мире, связанное с пандемией, то есть мы это мероприятие смогли провести на высоком уровне. Вот, этот праздник, да, он запомнится нам надолго. Спасибо. Спасибо, Николай. Можно я еще спрошу? 9 мая – это великий праздник в истории нашей страны. А вот в вашей семье как отмечают День Победы? День Победы, для нашей страны это святой праздник. И находясь здесь в прямом эфире, я хотел бы поздравить всех жителей Республики Башкортостан с этим праздником, пожелать всем крепкого здоровья и мирного неба над головой. Спасибо большое. Николай Красников сегодня в эфире нашего телемарафона. Ну а мы продолжаем. И с нами на связь, спасибо большое, Николай, с нами на связь выходит депутат Государственной Думы Российской Федерации Ильдар Бекбаев, председатель Совета регионального общественного фонда поисковых отрядов Республики Башкортостан. Ильдар Зинурович, здравствуйте, вы нас слышите? Секундочку, сейчас мы попробуем. Ильдар Зинурович сейчас находится в Новгородской области, да? В Новгородской области, да. Проходят поисковые мероприятия. Я надеюсь, что нам удастся связаться, услышать Ильдар Зинурович и узнать, как проходят раскопки, что интересного удалось найти. Ильдар Зинурович, вы нас слышите? Здравствуйте. Он нас, я думаю, видит, Ильдар Зинурович, но, к сожалению, он пока нас не слышит. Нет. Ну и мы попробуем вернуться чуть позже и узнаем о том, как проходят поисковые работы в Новгородской и Ленинградской областях. Ну а я хочу представить наших гостей, которые вот уже появились в студии. Рамиль Рахимов, кандидат исторических наук, исполняющий обязанности заведующего кафедрой отечественной истории Башкирского государственного университета, и Шамиль Валеев, публицист, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Республике Башкортостан. Шамиль Рамзилевич. Здравствуйте. Шамиль Рамзилевич, да, Рамиль Насибулович. Привет. Самый первый вопрос сразу к Шамилю Рамзилевичу. Вы каким запомните день 9 мая 2020 года? Что означает для вас? Отличается от всех предыдущих, потому что есть уже традиция физического бессмертного полка, в котором я участвую с детьми, с мамой. Сейчас он в такой форме прошел, очень волнующий, очень торжественный. Я думаю, что мы немного соскучимся по бессмертному полку в виде шествия, потому что он год от года все шире и шире. Вы зарегистрировались на федеральном сайте либо на республиканском? Везде зарегистрировался, обоих своих дедов, которые воевали, были ранены под Оржевом. Я везде зарегистрировал, где это было возможно, где это достойно было. И для меня это, и для нашей семьи это всегда личный праздник, потому что деды воевали, и мы всегда что-то делаем. В этом году, как в республике было по-особому, так и у меня дома в деревне Старокалмашево Чекмагушского района появилась табличка, как раньше вешали звездочки. Мы подумали, что звездочки это, нам надо объяснять, что это за звездочки и в честь кого. Там просто есть молодая фотография красивого
старшего сержанта Багаутдинова, его награды и весь его боевой путь. Ну, мне пришлось примерно месяц занимался тем, что я изучал его военную биографию. Мы сделаем небольшую паузу. Давайте попробуем связаться с Ильдаром Зинуровичем Бигбаевым. Ильдар Зинурович, вы нас слышите? Здравствуйте. Ильдар Зинурович. К сожалению, по техническим причинам пока у нас не получается, но мы продолжаем разговор с нашими гостями. И сейчас вопрос к Рамилю Сибуловичу. Сегодня, честно скажу, да, мне посчастливилось работать с вами на прямой трансляции, когда везли медаль, звезду героя Минигали Шаймуратова. Скажите, пожалуйста, вот из биографии героя много ли белых пятен осталось, много ли неизученного, и все ли факты мы осветили сегодня? Мне, конечно, тоже очень было приятно сегодня комментировать это волнующее для меня, как историка, как человека, событие, потому что оно бывает раз в жизни. Это событие, которого мы ждали очень долго. Оно, наконец, состоялось. И очень здорово, что медаль сейчас у нас в Национальном музее, и все ее увидят, и мы, в общем-то, Да, рады. еще раз проговорим этот момент с 1948 года. Да, 48 года этот вопрос, вот он поднимался, и он, наконец-то, вот сейчас, сегодня он завершился. Конечно же, в самой биографии героя на самом деле много еще вопросов, которые мы должны изучить. Почему? Потому что я вот просто для себя мысленно сказал, сегодня закончился первый этап истории Шаймуратова. Мы вернули, то есть сделали так, что он получил свое давно заслуженное звание Героя России, и его медаль «Золотая звезда», она находится в музее вместе с боевым знаменем дивизии, вместе с другими реликвиями. А теперь начинается вторая история генерала Шаймуратова. Это научный поиск, это работа в архивах, это изучение его биографии, его и его людей, которые были вместе с ним, командиры, красноармейцы, все, кто воевал в этой дивизии. Но на самом деле это вообще поиск и по всей истории военной. Из нашей республики ушло огромное количество людей на войну. И кавалерийские дивизии, стрелковые, и артиллерийские части. И вот здесь начинается новый путь. А вообще по биографии героя очень слабо мы пока знаем и 20-е годы. Весьма сложно еще нам изучать, но я думаю, мы найдем возможности его китайский опыт, все-таки получить орден Красного Знамени в конце 30-х годов за китайские дела. Это не так-то Да, просто. мы говорили сегодня, Да. что, во-первых, он знал несколько языков. Да, но там он участвовал в боевых китайский, действиях, да. и был в командировке в Китае. В Кантоне, и там он участвовал в боевых действиях. Вот это очень важный момент. И затем очень мало пока что информации о начале войны, 41 год, когда он был в первом особом полку у Лудоватора. Он ведь тоже получил орден Красного Знамени за битву за Москву. То есть он там тоже совершал подвиги. Вот это надо изучать, работать в архивах. То есть на самом деле работы много. Шамиль Ремзилевич, вы тоже активно участвуете в поисковых работах. Сказать, есть настоящие поисковики. Я занимаюсь своей семейной личной историей, и через это я понимаю войну. Но То это есть тоже главная история. Это тоже история, но главная задача, то есть для вас, это узнать лучшую историю своей семьи. Это увлечение такое у вас? Расскажите подробнее. Я понял, глубоко, допустим, вот видя то, как увековечивается и изучается история 112-й, я задумался о том, а где же служили мои деды, и я сейчас восстанавливаю их боевой путь. Вот, там он тоже еще пока не вполне понятно, хотя книги написаны, и были помимо 112-й, как бы это сборная республики, да, по элита, самые как бы красивые, сильные, умные и преданные стране воины собирались. Вот. И еще было 40 разных частей, разных подразделений, которые уходили на фронт из республики, из БССР. И пример, как бы парадигма на изучение истории наших частей, построена на 112-й, она должна работать и дальше на других частях. 361-я стрелковая гвардейская дивизия, которая потом стала 21-й знаменитой. Вот. Другие части, вот мы только начинаем поднимать вот этот пласт. Тем более для этого сейчас есть все возможности.
ну, электронные архивы, это можно делать любой исследователь. Ну и, кстати говоря, про электронные архивы, наверное, к вам тоже вопрос. Ведь сейчас в новом формате люди отправляют для бессмертного полка истории своих семей. Как вы считаете, как можно использовать эту информацию и может ли она служить для историков тоже полезным материалом? Она может служить, сразу отвечу, да, она может служить полезным материалом, но при внимательном, так сказать, изучении, при отсечении вещей, которые могли быть, ну, просто по накладке там памяти или каких-то других совпадений. Но иногда мы вот именно только таким путем узнаем, это так называемая устная история, только там ни письменных источников нет, сохранились некие события, которые мы можем узнать. Но вот возвращаясь, кстати, тем воинским частям, которые были созданы в нашей республике, я хотел бы обратить ваше внимание, вот сегодня, когда на Советской площади передавали нашему главе республики звезду, то сзади него стояло 20 человек, которые держали копии с боевых знамен. Не всех, но вот 20 воинских соединений, полков, которые были созданы в нашей республике. Это артиллерийские полки, стрелковые дивизии. Вот копии их знамен были вынесены специально на Советскую площадь, то есть они тоже присутствовали на сегодняшнем праздничном мероприятии. Они хранятся в Музее боевой славы? Это да, Музей боевой славы сделал специально копии этих соединений и частей для того, чтобы мы их увидели воочию. Но работа шла очень большая, потому что мы обращались в Музей боевой славы, Российское военно-историческое общество, мы обращались в Центральный музей вооруженных сил, и они нам присылали копии, фотографии, чтобы мы сделали точную копию, вот так, как это знамя выглядит. И они из фондов делали для нас фотографии вот этих знамен, а потом уже сделали мы их копии вот в полном соответствии с историей. Добавлю, что на нашу акцию «75 неизвестных фактов о Республике Башкортостан в годы войны» поступило порядка 100 фактов, из них отобрали 75, и зачастую это факты малоизвестные, но не забытые. Например, Афанасьев Яков Павлович, единственный командир подводной лодки Ща-304, уроженец Башкортостана, Башкирии. Или история Исхака Гумерова, который был командиром полка, участвовал в Берлинской операции, одним из первых ворвался в бункер Гитлера и зачистил его от фашистов. Также много заявок было и от детей войны. Ну, Катя, наверное, продолжит, да? Да, и мы готовы показать вам один из роликов про детей войны. Мы понимаем, что, возможно, есть такое мнение, что все истории похожи, но ведь за каждой историей каждого человека скрывается большая трагедия. Вот один из роликов, давайте мы прямо сейчас посмотрим. Когда уроженцы Мейкинского района Галимова Гафара Каримовича призвали на фронт, дома оставались беременная жена Хамдиниса и 3-летняя дочь. Гафара определили в учебную часть, что располагалась за 180 километров в поселке Абдулино. За 2 месяца подготовки новобранца в семье родилась вторая дочь. И понимая, что, возможно, никогда не увидит супруга живым, Хамдиниса решается на отчаянную поездку в декабрьскую стужу. С новорожденным младенцем на руках она запрягает коня и выезжает в путь. Ее около 1,5 суток преследовали волки, но в итоге она находит станцию, откуда ее Гафар должен уехать на фронт в Толчие. Среди сотен незнакомых и спешащих людей Гафар сам увидел жену. Судьба им подарила 20 минут. Отец смог взглянуть на дочь и последний раз обнять любимую. В 43-м семья получила похоронку, что Галимов Гафар Каримович пал смертью храбрых. А Хамдиниса Апа всю жизнь вспоминала, как маленькая дочь Аниса, проводившая отца на фронт, в детстве спрашивала, какого цвета бывают папы. После войны сотни тысяч детей остались сиротами. Сколько было убито, неизвестно до сих пор. Итак, мы подводим итоги нашей акции. 75 неизвестных фактов о Республике Башкортостан в годы Великой Отечественной войны. Ну, насколько нам известно, были вы членами комиссии, да, отбирали эти факты. Мы посмотрели, было более 100 фактов, которые прислали со всей республики. Очень трогательные, они были написаны многие от руки, на башкирском, на русском языке. Некоторые факты, казалось бы, может быть, они были уже известны, но мы посчитали, что их тоже необходимо осветить, потому что они несколько с какого-то другого ракурса, что ли, нам давали историю. Ну вот про командира подводной лодки Афанасьева. Вы ведь понимаете, в годы войны командир подводной лодки – это штучный товар. Этих людей знали наперечет. И он достиг до такого уровня, чтобы стал командиром лодки. Замечу, да, что лодка пропала с радаров. Да. Долгое время не могли понять, что с ней случилось. Ее дальнейшая судьба и экипажа тоже. И уже в наше время, да. Напомните, пожалуйста, год
Буквально несколько лет назад Да. специальная экспедиция, которая организована Русским географическим обществом, и ей передано специальное оборудование, работает на Балтийском море. И вот сейчас уже обнаружено 5 наших подводных лодок, в основном это «Щуки», которые пытались прорвать минные заграждения, чтобы выйти на Балтику и нести боевую службу. И, к сожалению, вот эта лодка, Среди она этих- попалась на мину, нарвалась, погибла, но люди погибли на боевом посту. Мы теперь знаем, где она лежит. Это братская могила объявлена. И, соответственно, мы знаем, что это человек и его экипаж настоящие герои. Но для нас это очень важно. И вот эти факты, которых мы отобрали 75 фактов, разумеется, мы сейчас по ним работаем. Они будут выкладываться на интернет-сайте канала БСТ. И наиболее интересные, вот понимаете, здесь открыты все пути. Кто желает, можно эту тему разрабатывать и работать в архиве, в общем, получить консультации и, так сказать, изучать ее. С Рамиль другой стороны, мы можем сами это тоже сделать. Рамиль Насибулович, ну вот БСТ объявил эту акцию. Сегодня можно провести промежуточные такие итоги, да, все-таки принимали мы эти истории. Вот с вашей точки зрения, ну и к вам тоже, Шамиль Ремзилевич, будет этот вопрос. Главный результат этой акции, в чем он выражается? Главный результат этой акции, мы видим, что сохранилась историческая память у нашего народа, у наших людей. Люди помнят войну, люди хотят о ней знать, и люди надеются на то, что историки дадут ответы и расскажут им вот о тех вещах, которые пока что нам мало известны. Шамиль Вот это Ремзилевич. самое главное. Я тоже эти истории видел. Это, Какая история запомнилась вам? она за пределами Великой Отечественной войны, это Вторая мировая война. Найдено захоронение в Корейской Народно-Демократической Республике Закуана Абдуллина и других морских пехотинцев, двое из Башкирии, которые уже в Корее воевали в 1945 году, да, и там очень была кровопролитная битва, и их историческую память хранит КНДР. Это куда мы вообще, не знаю, когда попадем. А из какого района известно были? Ну, Один, по-моему, из Белебея. И один из Чекмагуша, один из Белебея, по-моему. Да. Да. Это очень интересный момент. И, кстати, недавно главе КНДР вручили медаль как раз за сохранение памяти о могилах и погибших наших воинах. То есть есть надежда, что все-таки мы там когда-то увидим эти могилы и посетим их. А в масштабах страны о скольких людях может идти речь? Сколько там? Там людей? батальон, морская пехота. Морская пехота, там высаживались бригады морской пехоты. Речь идет о тысячах человек, но там погибло несколько тысяч человек. Есть фотография этого. Не 10 тысяч, где-то небольшое количество, но это наши герои, это наши люди. Ну, то есть можно сказать, что только в этом году стало известно об этих фактах, так? Чуть Мы раньше, об этом да, говорим? Да. Да. Вот этот факт, да, он стал известен чуть раньше немножечко, но сейчас мы теперь уже знаем конкретные имена. И то же самое про нашего героя, который в партизанском отряде отремонтировал танк и использовал его по назначению, так как бить врага. И на самом деле очень много историй. Но есть, конечно, истории очень трагические, особенно рассказы о том, как жили в тылу, как люди просто голодали и, тем не менее, отдавали все фронту. Это на самом деле подвиг наших бабушек, и это очень достойный подвиг, который тоже надо изучать. И им надо гордиться и не забывать о нем. Сейчас Да. очень такой переломный момент, когда уходит, мы последнее поколение, которое застало дедов, с которыми с ними разговаривали. И первое поколение, которое имеет доступ к базам данных. И если мы не вербализуем все их рассказы, не запишем, где-то не зафиксируем, то дальше это уже будет, наверное, некому делать. Поэтому такая ответственность сейчас именно на нас. И такие истории именно сейчас пора записывать. Ну, некоторое время назад Минобороны объявляла о рассекречивании этих материалов времен Великой Отечественной войны. Насколько открыты они сегодня? Что видите вы? Рассекречивается сейчас такое количество материала, что, вы знаете, просто прочитать все это даже уже становится невозможным, нет времени. Рассекречиваются журналы боевых действий. Но каждая воинских семья же может частей. найти и своих родственников. Конечно. Обязаны это сделать. Да, рассекречиваются трофейные документы. Если вы знаете немецкий, вы можете их прочитать и смотреть. Причем выкладываются огромные базы данных, рассекречиваются карты, рассекречиваются личные персональные карточки, но там место жительства, конечно, закрывается по нашим законам.
Но все остальное, подвиг человека, наградной лист, там все написано. И мы сейчас видим вот подлинные подвиги наших земляков, что они сделали. Там конкретно расписано, что человек сделал. И в каких условиях это он там под огнем, переплавляясь через ледяную реку там, или будучи раненым. И все это расписано, понимаете? И сейчас документов очень много. Поэтому ну, надо это все просто изучать. Сейчас с нами на связи заместитель председателя Общественной палаты Республики Башкортостан Олег Галин. Он готов рассказать свой интересный факт об истории Башкортостана в годы Великой Отечественной войны, если, конечно, нам удастся услышать его по скайпу. Олег Сергеевич, вы нас слышите? Да. Олег Отлично. Сергеевич, здравствуйте, рады вас слышать. У нас какие-то Проблемы технические со были скайпом проблемы. были, да. Ваша история о соловецких юнгах, я правильно понимаю? Да, абсолютно верно. Расскажите подробности, очень ждем. Ну, у нас в республике, к сожалению, очень мало людей знают о подвиге наших башкортостанцев, которые стали в свое время соловецкими юнгами. Я по этому поводу сейчас реализую проект «Аллея соловецких юнг». Будет высажена аллея по количеству наших ребят, принявших участие в Великой Отечественной войне. Их 143 человека. Проект реализовываем совместно с «Единой Россией» партией в рамках исторического проекта партийного с администрацией Калининского района и морским центром имени Бакаева. В чем суть? В 1942 году адмирал Кузнецов издал приказ о формировании учебного отряда, ставшего впоследствии школы юнг. Выбирали, где, значит, этот отряд разместить. В 1941-м, вы знаете, уже блокада Ленинграда началась, шли бои за Севастополь, поэтому ни Балтика, ни Черноморский флот, ни Черное море не подходили под размещение этой школы юнг. И было принято решение выбрать Белое море, значит, остров Большой Соловецкий. И, значит, был объявлен набор юношей от 15 до 16 лет, которые были направлены на этот остров. Деревня Саватьево, где гостиницу для богомолельцев наши ребята начали переделывать под жилые корпуса. Это был самый сложный набор, самый первый набор, потому что как такового жилого фонда, учебного фонда еще не существовало, и нашим ребятишкам приходилось голыми руками, то есть лесозаготовки осуществлять, ремонт и так далее. Люди мерзли, жили в палатках. Вот. И суть этой школы была такова, что, отучившись 12 месяцев, 16-17 уже летние мальчишки направлялись на боевые корабли Северного флота, где становились юнгами. Юнга – это ученик матроса, да, так вот скажем. И суть тогда не было нахимовских училищ, суворовских училищ, вы знаете, они в 1943 году появились. Вот. Юнги до совершеннолетия служили на этих кораблях юнгами и затем становились уже матросами. Уже получали воинское звание. Но юнги 16-17-летние воевали наравне со взрослыми моряками, становились героями. Кстати, вот один из выпускников этой школы, Валентин Пикуль. То есть очень много известных людей вот эта школа дала. Башкирия дала 143 человека. К сожалению, до наших дней не дожил из них никто, а до конца войны выжил каждый третий. Это героический подвиг наших земляков, башкортостанцев, о котором, в принципе, вот я проводил статистический отчет, опрос, вернее, и каждый, может быть, из 100 человек, человека 3, может, мне так отдаленно ответили. В основном люди говорят, а при чем здесь Башкирия и Соловецкие острова? Поэтому вот принято было такое решение увековечить память этих ребят. Для этого и существует увековечивание, чтобы об этих героях знала и наша республика, и вся страна, потому что 143 человека. Кстати, я вам хочу сказать, что набор в эту школу он не афишировался, потому что патриотический дух в то время среди особенно молодежи был настолько высок, что дети приписывали себе возраст, дети убегали, пытались добраться до этого острова Большой Соловецкий, чтобы стать юнгами. Поэтому в основном набор проходил по комсомольским разнарядкам. Спасибо, Олег Сергеевич. Спасибо большое Спасибо. за такие интересные факты и историю. Действительно, 16-летние мальчишки воевали наравне со взрослыми. Но это не единственный, наверное, факт подобный, да, где готовились, по сути, дети к боевым действиям.
Рамиль Насибулович, да. короткий вопрос. А что может послужить ниточкой к распутыванию такой большой тайны? Как выходить к раскрытию таких больших тайн? Большие тайны в каком смысле? Если мы говорим о каких-то событиях войны, может быть, неизвестных, на самом деле события войны на сегодняшний день, они все известны. То есть мы не можем сказать, что мы сейчас ничего не знаем о каком-то сражении, и наши представления о нем перевернут все наши представления, мы вообще перепишем учебник истории. Разумеется, нет. Мы об этих сражениях знаем достаточно полно. Мы, может быть, не знаем о деталях, о том, как кто-то совершил в конкретном месте, какое-то конкретное время тот или иной подвиг. Вот этих вещей мы можем не знать. Или о них никто не знал, и мы сейчас их узнаем. Вот это очень важно. Затем мы можем с помощью наших исследований, каких-то других моментов, работы с архивами, мы можем, в принципе, определить, насколько был механизм действия, что делали люди конкретно и как оно происходило. То есть мы знаем, что они пошли куда-то, пошли в атаку, взяли город, освободили. А как шли там уличные бои, кто подвозил там боеприпасы, кто командовал, как это происходило, что там было, может быть, не одна, две атаки, контратаки, еще что-то. Вот эти детали мы не знаем. А это очень важно, потому что у нас получается просто сухое описание в остатке некого такого механизма, да, пришла Красная Армия и всего лишь. А где же? Как будто они ходили. Да, а люди ведь погибали, люди ползли под огнем, люди помогали друг другу, люди должны были что-то делать, питаться даже элементарно. Кто-то их должен был кормить. Когда это все понятно, это когда все, начинаешь разбираться в деталях, оказывается, вот в чем проблема. И когда начинаешь это понимать, понимаешь, какой это сложный был механизм, и начинаешь по-другому понимать вообще подвиг нашего народа, как это было сложно. Сейчас попробуем связаться, да? Мы снова по скайпу. Пока мы ожидаем, Рамиль Насибулович, несколько историй поступило о присвоении звания Героя Советского Союза. Да, такие истории мы посмотрели. У нас, во-первых, есть возможность зайти на сайт по Героям Советского Союза, и есть возможность обратиться в архивы, где находятся нереализованные представления. То есть они были в годы войны, но их не подписали, либо подписали с другой наградой, то есть вместо звания Героя Советского Союза высокого, дать орден Ленина или еще какую-то награду. И, соответственно, есть, которые не были подписаны. В силу каких причин это уже выяснять. И, разумеется, по существующему правилу Министерства обороны и наградного отдела, вы знаете, на сегодняшний день в наградном отделе по итогам Великой Отечественной войны хранится около 200 тысяч наград, еще не врученных. А в чем проблема? Солдат совершил подвиг, ему написали представление о том, чтобы наградить, например, орденом Отечественной войны или Красной Звезды. Представление подписал командир полка, и оно ушло наверх. Но в это время солдата ранило, он попал в госпиталь, посчитали, что он пропал без вести, а его откопали похоронная команда, думали, он мертвый, он живой. А таких случаев мы из того, что нам написали, кстати, наши жители в этом конкурсе, мы 3 случая таких уже нашли. Награда думали, не что он нашла мертвый, героя, получается. похоронная команда раскопала живого человека и отправили уже в госпиталь. И он просто потерялся, и, соответственно, награда не дошла, не нашла героя, и вот они сейчас разыскиваются и передают. Мы же с вами орден Красной Звезды генерала Шаймуратова только в 2016 году получили. Он так и лежал в кладовой наградной, неврученный, хотя было представление. И это ведь генерал, он ведь был генерал-майор уже в то время. И, соответственно, этот орден мы получили только в 2016 году. И сейчас золотая медаль героя будет находиться рядом с его орденом неврученным Красной Звезды, который хранится в Национальном музее. И вот таких случаев много. И, соответственно, были нереализованные представления. И поэтому мы сейчас тоже внимательно их рассматриваем. Конечно, необходимо обращение от имени общественных организаций и военкомата, в первую очередь, с просьбой пересмотреть нереализованные награждения. И если наградной отдел посчитает, то такое, так сказать, решение может быть принято. Рамиль Насибулович, Но как сейчас, я понимаю, делает очень тугое. Да, сейчас ситуация такова, что Министерством обороны принято решение, что после 60-летия Победы больше звания Героя Советского Союза или Героя Российской Федерации не присуждать в целом. У нас вообще награждение Шаймуратова исключительнейший случай. 30 марта указ президента, это вне
всяких правил. Это исключительный сверхординарный случай, потому что Владимир Владимирович Путин получил информацию, которую наш глава республики Ради Фаритович ему озвучил, о том, что не были учтены вот те или иные заслуги генерал-майора Шаймуратова. И, разумеется, это абсолютно не общее правило. Поэтому сложно здесь решить, что будет, но, тем не менее, изучать эту историю и героические подвиги наших земляков, конечно же, надо. Уважаемые гости, давайте сейчас попробуем связаться с депутатом Государственной Думы Ильдаром Зинуровичем. По-моему, вот он нас слышит, мы его потому что слышим. 9 мая он проводит в Новгородской и Ленинградской областях. Расскажите, чем вы занимаетесь? Добрый день. Прежде всего, всех с великим праздником 75-й годовщины Победы. Нахожусь на границе Новгородской и Ленинградской областей под Лугой на воинском мемориальном комплексе «Партизанская слава». Здесь мы совместно со Следственным комитетом, я приехал посмотреть, поисковое движение России работает по проекту без срока давности. И учитывая ситуацию, работаем на расстоянии, на социальной дистанции, каждый имеет свой участок, практически не приближаясь друг к другу. Что касается проекта башкирского спутникового телевидения, 75 неизвестных историй, замечательная акция, замечательный проект, знаю, огромное количество приняло участие жителей республики. Я бы вот 75 отобранных работ, которые представили наши телезрители республики, разделил бы на несколько. Это те, которые прежде всего рекомендовал бы использовать в уроках мужества нашим преподавателям образовательных школ. Второе направление – это использовать нашим средствам массовой информации, журналистам. И третье – это материалы, которые были переданы поисковым отрядам по установлению судеб. Но для себя хотел бы отметить наиболее, наверное, такие интересные исторические факты, которые были представлены для рассмотрения комиссии. Это интересная история, связанная с шифрованием на башкирском языке частей 112-й кавдивизии, которые воевали по тылам, выполняя рейд по фашистским тылам. Еще интересный факт – это подвиг командира, единственный командир-представитель в период Великой Отечественной войны подводной лодки Ща-304 Яков Афанасьев, который вместе с экипажем героически погиб. Он уроженец Кармаскалинского района, деревни Никифоровка. И, конечно, знаменательно, что памятная доска на мемориале в городе Санкт-Петербурге отмечен наш земляк. Необходимо, конечно, еще отметить о работе разработки первой центрифуги известным физиком, ученым Ланке. В 1942 году в Уфе он работал. А также нам сегодня говорят вот о вкладе нашей республики в экономику Украины. И я бы здесь отметил работу, которая касается, когда перегоняли скот из республики Башкортостан почти год в Украину, для того, чтобы не допустить падежа скота с колхоза «Красный партизан» в 1944 году. И, конечно, интересная история Юрия Яковлева. Эта история касается, когда знаменитый артист трудился в школьном возрасте в одном из филиалов банка центрального в городе Туймазы. Вот, наверное, такие акции, которые организовала Башкирское спутниковое телевидение, необходимы постоянно проводить, постоянно они интересны всем слоям населения, не только молодежи, но и старшему поколению. Спасибо. Спасибо большое, Ильдар Зинурович. С нами на связи был депутат Государственной Думы Ильдар Бикбаев. И мы говорили про акцию БСТ «75 неизвестных фактов о войне». В завершении нашего разговора, Рамиль Насибулович и Шамиль Ремзилевич, к вам вопрос. Судьба пленных. Она очень трагична. Родственники фотографии многих несут в бессмертном полку. Но что можно еще сделать для сохранения памяти о них? Ну, судьба пленных – это, конечно, большая трагедия. Во-первых, важно установить, где они, если они погибли, где они захоронены. Собственно говоря, немецкая сторона передавала полностью все
списки, которые у нее есть по тем лагерям смерти, где похоронены наши люди, и к воинским кладбищам. И я хочу сказать к чести немецкой стороны, уход за этими кладбищами, я бывал там, смотрел, он безупречный. То есть наши все воинские захоронения в Германии за ними следят, их охраняют, их облагораживают, и никаких претензий к немецкой стороне нет. Спасибо, Шамиль Емельянович. Если информация, коротко, как сохранять память героев Великой Отечественной войны? Если Это коротко. глубокая личная история. Сейчас надо изучить боевой путь и судьбу каждого своего дорогого героя. И ее сейчас надо зафиксировать на всех возможных носителей для того, чтобы это можно было передать. Я Спасибо уже со своим большое, дедом не уважаемые гости. переговорил. Время, к сожалению, ограничено. Спасибо. Спасибо большое. Ну а мы еще раз поздравляем телезрителей, наших гостей и всех россиян с праздником 9 мая и желаем мирного неба над головой. Да, давайте сегодня склоним головы перед нашими ветеранами, будем помнить их подвиги, помнить факты, детали, события той войны. Ну а через несколько минут в этой студии появятся наши коллеги. Мы же с вами прощаемся. Всех с праздником, дорогие друзья, с Днем Великой Победы!